Ради Париж, с праздником! Днем физкультурника! У нас идет программа уже с утра, с 8 утра. Ксения зарядку провела. Научили почему мяч бросать. Приходите, научим. Мы французам уступили ведь. На Я Олимпиаде. знаю, мы смотрели. Да. Смотрели. И види француз, и Смотрели. даже Я, на честно говоря, французском вы же норвежцев до этого, да? Да, Слушайте, они, мне кажется, сильнее были, да, норвежцы? Нет? Сильнее. Может быть, не успели восстановиться. Не знаю, много причин можно говорить. Думал, вы так вполне уверенно шли. И это... Мощно, Ну, спасибо, мощно. молодцы. Спасибо вам. Вообще. Спасибо. Олимпиада. Вообще такой зрелищный вид спорта. Это... Я говорю, Ксения как туда мячи там, забрасывает, метает. Ну, как вратарь это держит. Нет, я самое Может, другое так, понять не могу. Вот, ну, мы же тоже там что-то когда-то были молодыми, да? Это ты прыгаешь, и ты в полете, ты по сути летишь, и ты работаешь телом, рукой, и обманываешь, и бросаешь мяч. Да. Это управлять телом-то как надо. И телом, и плюс еще надо смотреть вратарь, потому что вратари вот сейчас это такого уже. уровня становятся, что они, во-первых, реакция у них хорошая, это ладно, так они сейчас же, понятное дело, уже мир технологий, они все смотрят видео, у нас у каждого есть любимые то есть, броски, они любимые всё углы, изучают, да. да. И когда уже пульс 180, понятное дело, что я буду бросать в свой любимый угол, ну, грубо говоря, и она там будет стоять ждать, то есть там идет хитрость. Целый урок. Да. Смотрели наш парк, как мы здесь делаем? Да, Здесь да. будет очень круто. Здесь вообще Уфа процветает. Да. Ради Париж, вот такие автобусы мы второй год вручаем. Ну, то есть вот такие подарки школы, лучшие школы. Все понятно. Здравствуйте, доброго вам здоровья. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Ради Париж, мы посмотрели. В день физкультурника еще глав у нас не было никогда. Вот поэтому большое вам спасибо. Спортивный актив, Ради Париж. Спортивный актив. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые спортсмены! Мы рады приветствовать вас на ежегодном городском фестивале, посвященном Всероссийскому дню физкультурника 2021. Дорогие друзья, для вас, уважаемые гости и участники, показательные выступления наших спортсменов. Приветствует сборная Республики Башкортостан по групповым упражнениям студия художественной гимнастики «Гармония». Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с Днем физкультурника. И позвольте мне прежде всего поприветствовать сегодня наших легендарных спортсменов. Я вот буквально вчера встречался с нашими олимпийскими чемпионами, с Аделиной Загидуллиной, с Тимуром Сафиным. Кстати, встреча была полезная очень не только для меня, для всего спорта. Я дал слово, что к 2024 году построю в Уфе дворец фехтования, который давно ждут наши спортсмены. Я сегодня приветствую наших легендарных спортсменов, наших ветеранов. Я приветствую нашу землячку Ксению Макееву, которая замечательно играла и привезли для нашей сборной, для нашей страны серебряную медаль. Я приветствую сегодня всех тренеров. Нет тренера, нет спорта, нет тренера, нет физической культуры. Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы все эти годы поддерживать наших тренеров. Ну и, конечно, я приветствую каждого из вас, который занимается спортом. Я откровенно могу сказать, вот у меня есть мечта, вот прям настоящая мечта, сделать так, чтобы каждый мальчишка, каждая девчонка, каждый мужчина, женщина, каждый пожилой человек мог заниматься спортом, тем видом спорта, который ему нравится. Поэтому главная задача, которую я себе вижу, мы будем строить спортивные объекты. Скоро мы завершим строительство центра гимнастики. Буквально на днях наконец приступим к строительству дворца борьбы. Мы построим центр волейбола, Игорь. Я вам это тоже обещаю. Поэтому у нас очень много планов, и, знаете, мы будем создавать условия, чтобы мы могли заниматься, каждый мог заниматься спортом. Вот буквально скоро, наверное, к концу года, надеюсь, здесь парк Кашкадан обретет совершенно другой вид, совершенно другое лицо, где вы сможете также заниматься спортом, отдыхать, гулять. И таких точек и в Уфе, и самое главное, в каждой отдаленной точке нашей республики будет много. Всех с праздником!
Благодарим вас, Радий Фаридович. Просим вручить государственные награды Республики Башкортостан и российские спортивные звания выдающимся деятелям спорта и физической культуры. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан» присваивается Миниярову Рифату Рифовичу, тренеру-преподавателю по тяжелой атлетике детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва села Раевский, муниципального района, Альшеевский район Республики Башкортостан. Минибаеву Рустаму Макмуновичу, тренеру по борьбе на поясах спортивной школы номер 14 имени генерала-лейтенанта полиции Ахмедханова городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Спортивное звание «Мастер спорта России» международного класса присваивается Алимову Родиону Игоревичу, спортсмену сборной команды Республики Башкортостан по бадминтону. Спортивное звание «Гроссмейстер» присваивается Идрисовой Айгуль Ильдусовне, спортсмену сборной команды Республики Башкортостан по шашкам. Ишимбайская или уфимская? Шивайская. Ишимбайская, серьезно? Шайбакову Айнуру Равильевичу, спортсмену сборной команды Республики Башкортостан по шашкам. Фарид, разрешите два слова Давай, сказать? давай. Ради Фаридович, разрешите я скажу. 17-18 лет назад город Ишимбай ждут большого гостя на День физкультурника, на такой же праздник. Выстроили спортсменов, которых будут награждать. Один из них, мальчик, стоял, ростом не вышел. Дни для него были не праздничные, были совершенно серые, потому что только что тренер из города Ишимбай переехал в город Уфу, и он остался без тренировок, следовательно, поэтому дни были не такие радостные. Большой гость, если можно так, я назову его так, наверное, увидел, что мальчик скучает, подошел к нему. Он с ним поговорил всего с родителями. Это было обыденно, поговорил, но 27 августа на свой день рождения мальчик просил только об одном, чтобы его быстрее отправили в интернат. Папа, будучи моим военной косточкой, увидел, что благодаря какой-то искре у ребенка начал формироваться, благодаря тому огню, стержень начал формироваться. И он отпустил его, несмотря на то, что интернат все-таки это без родителей, родители остались дома. Я сейчас это говорю, Ради Фаридович, потому что тот наказ, который мне говорил отец, я должен его выполнить и сказать вам, что вот уже прошло 17 лет, и вы награждаете учеников этого мальчика. Ради Фаридович, это был я. А вам большая благодарность за ту искру, которая сделала тот стержень, и благодаря чему мы все работаем дальше. Ради Фаридович, вам большая благодарность за то, что вы обращаете внимание на наших тренеров, на тот фундамент, потому что они по жизни стратегии, они работают только ради будущего. Ради Фаридович, вам большая благодарность. Папа, я отдал долг свой. Благодарим вас, Айнур. Примите наши поздравления и позвольте продолжить церемонию. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» сертификаты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря городским округам и муниципальным районам Республики Башкортостан вручаются. Сертификат на сумму 50 миллионов рублей вручается администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Сертификат получает начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа город Уфа, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию Егор Валерьевич Сорокин. Сертификат на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей вручается администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Сертификат получает глава администрации города Стерлитамак Владимир Иванович Куликов. Сертификат на сумму 4 миллиона рублей вручается администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Сертификат получает исполняющий обязанности главы администрации Черкашнев Михаил Алексеевич. Сертификат на сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей вручается администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. Сертификат получает глава администрации района Иванюта Андрей Иванович. Сертификат на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей вручается администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Сертификат получает глава муниципального района Сахабиев Азат Альвердович. Сертификат на сумму 1 000 000 рублей вручается администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Сертификат получает глава администрации муниципального района Айдар Ривгатович Суфиянов. Мы продолжаем нашу церемонию. Ключи от автобусов Ford Transit вручаются спортивным школам городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан, государственному бюджетному учреждению спортивная школа Олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан, директор Никитин Виктор Анатольевич. Муниципальному автономному учреждению спортивная школа номер 13 «Алиса» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Директор Сакаев Айрат Раисович. Комитету по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. Председатель Шейахметов Назар Насимович. Муниципальному автономному учреждению Дворец спорта Стерлитамак-Арена городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Директор Пашков Валерий Федорович. Муниципальному автономному учреждению спортивная школа номер 2 муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Исполняющий обязанности директора Ирик Габасович Каюмов. Муниципальному автономному учреждению физкультурно-спортивной направленности «Чемпион» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Директор Кудряшов Максим Юрьевич. Ради Фаритович, мы благодарим вас за церемонию награждения и за теплые слова. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, члену Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, вице-президенту Паралимпийского комитета России, заслуженному мастеру спорта России, 13-кратной паралимпийской чемпионке, 18-кратной чемпионке мира, 43-кратной чемпионке Европы Риме Акбердиновне Баталовой. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Руслан Тагирович, дорогие уфимцы, любители спорта, сегодня я от всей души поздравляю вас с Днем физкультурника.
Наша республика – республика спорта. Хочу всем пожелать высоких успехов, высоких наград. И, конечно же, давайте все пожелаем нашим паралимпийцам выступить так же достойно, как выступили наши олимпийцы. Вперед и только вперед! Алга, Башкортостан! Благодарим вас, Рима Акбердиновна, и просим приступить к церемонии награждения. Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации награждается Мулагалиева Олеся Маузировна, тренер спортивной школы номер 1 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Благодарность министра спорта Российской Федерации вручается Сорокину Александру Леонидовичу, тренеру по хоккею спортивной школы «Алмаз» городского округа город Салават Республики Башкортостан. Смильгину Павлу Анатольевичу, тренеру по футболу и мини-футболу Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром Трансгаз Уфа Профсоюз». Благодарность президента Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вручается Чачиной Юлии Юрьевне, директору Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Акбердиновны Баталовой. Таянович Вениамину Игоревичу, тренеру спортивной школы номер 18 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Емельянову Евгению Ивановичу, председателю регионального отделения Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Республике Башкортостан. Гусятникову Михаилу Николаевичу, директору спортивной школы «Алмаз» городского округа город Салават Республики Башкортостан. Рима Акбердиновна, мы благодарим вас за церемонию награждения и теплые слова. А также мы поздравляем всех награжденных с достойной наградой. Позвольте предоставить слово для приветствия серебряному призеру Олимпийских игр 2021 года по гандболу, победителю и призеру чемпионатов мира, 10-кратной чемпионке России Ксении Макеевой. Всем здравствуйте. Хочу поздравить весь город, всех жителей с Днем физкультурника, пожелать в первую очередь всем здоровья, спортсменам успехов в их достижениях, сказать огромное спасибо за такой теплый прием, спасибо большое главе, очень приятно и всех с праздником, поздравляю. Благодарим вас, Ксения. Дорогие друзья, давайте поблагодарим наших уважаемых почетных гостей за церемонию открытия нашего фестиваля. Спасибо большое. Праздником! Здесь соревнования идут, баскетболисты вот здесь буквально. Фотографии можно? Давайте я сфотографирую вас, конечно. Просто из ваших рук. А вы откройте. Желаем только побед и хорошего настроения. Сегодня и каждый день. Есть. Спасибо, Радик.
Здравствуйте, Сергей Медведев, баскетбольный клуб «Уфимец». 130 лет баскетбола в этом году, 50 лет победы в Мюнхене на Олимпиаде. Вот этот фильм «Движение вверх» вы, наверное, смотрели. Конечно. Иван Едешко подписал для вас раритет. Спасибо. Да, это, А я с ним знаком, да. Да, это коллекционно. И вот непосредственно мяч тоже с автографом. Спасибо. Ну и мы в этом году решили все сделать под брендом «Движение вверх». Все соревнования по баскетболу будут проходить под этим именем. И мы, вот как клуб, сейчас больше, чем спорт уже, мы делаем открытие сезона на пике Агир. Но мы потихонечку уже там подключаемся. Вот мы ждем сейчас решения как раз. Да. Потерпите немножко. Да, конечно, у нас все хорошо. Будем 140 двигаться. тысяч аудитории, школьники, студенты, это наша социальная нагрузка, мы это все ведем. Суперская игра. И надо повторить то, что помните, студенческий, когда мы баскетбол проводили, матч «Звезд», это же было круто, что они творили там с этими мячами. Да. Ну, планируем на следующий год такой же гранд-ивент, один на Уфа-арене провести, этот мяч в вашу коллекцию. Спасибо. А дайте я вот с красавицами сфотографируюсь, а? Спасибо большое. Так здорово вообще это. На полпальца. Так, во. Спасибо, Скоро у вас будет свой дворец. А костюмы будут? Сборная РФ выезжает. И костюмы будут. Извините, они же сборная у нас. Несколько лет стоим Мы в сборной. занимаемся... Не... Что, костюмов нету, да? Костюмы мы сами шьем. Никто на чем костюме помочь? есть. Не вот Только такие зал. купальники. Но зал мы достраиваем, вы все. Слава богу, нас туда... Спортивные костюмы. Конечно. Спасибо. Мы в декабре его сдаем. А сейчас вы где занимаетесь? Мы арендуем в школах там. А, вот так вот, то есть, да. Ну, потерпите немножко. Ладно, спасибо. Ну, красавица. Меня Габдуллин, профессор, член сборной 5 лет был, СССР. И А сейчас на отдыхе или сейчас на отдыхе, сейчас уже здесь. Мне хотелось сказать, что вот ветераны спорта, кто сборной СССР, кто сборной России был, сейчас пенсии же маленькие, может, поддержка, сейчас все больные. Надо их собрать как-нибудь, ветеранов сборной СССР, в зависимости от того, немножко, может быть, чуть поддержать. Москва сейчас уже 5-6 лет. В сентябре проведем совет по физкультуре, и есть такой совет по физкультуре при Львове. Там посмотрим, ладно? Спасибо. Вы сами спортсмен, вы поддерживаем. Вам спасибо. Крутая форма у вас. А можно не белебея лично вас поблагодарить, вот директор спортшколы? Разрешите вас поблагодарить за вручение. Да, спасибо. Это я вас благодарю, это вам спасибо. За поддержку. Спасибо большое. Столько достижений у жителей Республики Башкортостан спортивных. Я вот и это новое. Вот вы как оцениваете? Самое главное, нет, это безусловно важное достижение. Гордимся нашими спортсменами. Моя задача, чтобы максимально возможное количество людей, даже может быть у кого здоровье не очень позволяет, занимались физкультурой, занимались спортом. И это возможно только при одном условии, если власть, то есть мы создадим им условия, самые разные. Вот как сейчас, да, вот в данном случае занимается волейболом. Видите, душа радуется на это глядя, поэтому Ну, мы строим много. Мы строим много. Хочется больше, конечно. Но вот практически все ресурсы, которые мы зарабатываем, мы бросаем социальные на социал. объекты. Да. Школы, больницы, спорт. Вот 3 показателя, которые... Поэтому у нас вообще, если посмотреть по сухой статистике, по количеству спортивных объектов, мы находимся вообще на 2-м месте в Российской Федерации. У нас их много на самом деле. Но проблема в чем? Их все равно не хватает. Их очень много старых, очень много уже не соответствующих современным. Материально-техническая база. Да. Поэтому тут это большая расходная часть бюджета. Но я всегда, когда что-то на спорт, я с удовольствием трачу, потому что это столица возвращается. Видите, сколько радости. Это же люди искренне пришли порадоваться. Никто не звал, не тянул там. А я еще заметила, что к вам не подойти. У вас тут сроки все, протокол переживает. Ничего, люди идут фотографироваться, вы никому не отказываете. Ничего, всегда. Это же мне приятно. Раз человек приходит сфотографироваться со мной, значит, я рассуждаю так, что, наверное, что-то я делаю хорошее. Вот это очень приятно. И опять же, когда я считаю, это как его доверие мне. Поэтому я очень серьезно к этому отношусь. Не секрет, что у вас есть охрана, по статусу положено. А какие вы установки даете охране, когда к вам люди подходят? Никого не трогать.
Охрана такой, знаете, условный характер, но это больше разговор. Потому что это от какой-то, может быть, больше мои помощники, скажем так. За все это время, слава богу, не было. Но бывает какой-то неадекват или что. Я сам спортсмен сильный. Так что... Ну а люди к вам всегда могут подойти. Однозначно. Спасибо.